Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. В Национальной академии наук Таджикистана прошла конференция, посвященная 35-летию государственной независимости страны. Под руководством президента академии, академика Хушвахзуда Хобильджона Хушвахта, на мероприятии была представлена новая книга Рустами Эмомали «Воспитанник школы государственности лидера нации». На презентации книги Рустами Эмомали «Воспитанник школы государственности лидера нации» присутствовали руководство и представители Народно-демократической партии Душанбе и его районов, ученые, деятели культуры и искусства, поэты и писатели. Президент Национальной академии наук Таджикистана в своем выступлении отметил, что в честь 35-летия государственной независимости страны была издана новая книга, подготовленная в особом стиле. Издание напечатано с высоким качеством, состоит из 280 страниц и включает статьи 18 известных деятелей. Материалы представлены на 3 языках – таджикском, русском и английском, что придает книге международное значение. Авторы статей – представители государственных, общественных, научных и культурных структур, обобщили свой опыт и взгляды, опираясь на документы и свидетельства, отражающие созидательную и управленческую деятельность председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали. Издание также украшено фотографиями, которые визуально усиливают содержание. Подчеркивалось, что выход книги на 3 языках способствует широкой международной презентации достижений столицы за последние 8 лет, привлечению туристов и повышению интереса к развитию Душанбе. Сборник содержит статьи ученых, представителей интеллигенции, государственных и политических деятелей, в которых представлены выдающиеся заслуги молодого и уважаемого председателя города Душанбе как продолжателя школы государственности, основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Заместитель председателя города Душанбе Абдурахмон Зода Абдурахмон в своем выступлении подчеркнул, что издание книги и ее презентация в Академии наук является свидетельством высокого уважения научного сообщества к деятельности Рустама Эмомали. Отмечалось, что книга стала своеобразной школой, из которой молодежь может черпать уроки патриотизма, самосознания и созидательного труда. Именно профессионализм, лидерские качества, любовь к родине и масштабное введение города позволили Рустаму Эмомали добиться значительных результатов в развитии и модернизации столицы. Сегодня прогресс Душанбе очевиден и несопоставим с первыми годами независимости, а динамика социально-экономического роста стала закономерным результатом проводимой политики. В Душанбе стартовала международная туристическая выставка Душанбе International Tourism Exhibition 2025. Более 200 компаний из разных стран мира представили свои возможности и проекты в сфере туризма. Среди участников ведущие туроператоры, гостиничные комплексы, авиакомпании и производители сувениров. На открытии присутствовала заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одильзода. В Душанбе сегодня открылась международная туристическая выставка Душанбе International Tourism Exhibition 2025. В церемонии открытия выставки приняла участие заместитель председателя города Душанбе Дильбар Одильзода. Масштабное мероприятие собрало более 200 компаний туристической отрасли, среди которых 65 зарубежные. На выставке представлены ведущие туроператоры, гостиничные комплексы, авиакомпании, медицинские и оздоровительные учреждения, культурно-развлекательные центры и производители сувенирной продукции. Особый интерес вызвало широкое участие иностранных компаний. В этом году в Душанбе International Tourism Exhibition 2025 приехали представители из Германии, Великобритании, России, Турции, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, США, Ирана, Пакистана, Бахрейна, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Йемена, Сирии и Марокко. Такое разнообразие подтверждает растущий интерес к туристическому рынку Таджикистана и укрепление деловых связей страны с зарубежными партнерами. Руководитель представительства Узбекистана Airways в Таджикистане Ориф Рузимродов. Мы участвуем сегодня в туристической ярмарке, второй по счету, который проводится в экспоцентре города Душанбе.
Мы благодарим от имени авиакомпании Узбекистан Airways и от авиации Узбекистана, что проводится такое большое мероприятие. Благодарность свою выражаем Хукумату города Душанбе и правительству Таджикистана, лично президенту Республики Таджикистан, который организовал такое большое мероприятие. Это мероприятие дает большой толчок для ознакомления с иностранными туристами, иностранными представителями туристической сферы, ознакомиться с потенциалом Таджикистана, показать всю возможность, которую Таджикистан имеет, такую прекрасную природную достопримечательности, которые находятся на территории Таджикистана, посетить, увидеть и насыщиться. Гастрономический, туристический потенциал Таджикистана очень высокий. По словам начальника отдела развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе Дильшоди Джамшеда, подобные мероприятия способствуют продвижению туристического бренда Таджикистана. При поддержке правительства Республики Таджикистан Комитета по развитию туризма совместно со Всемирной туристической организацией впервые провел в Душанбе совместный глобальный форум по инвестициям в туризм. В мероприятии приняли участие представители правительства, отраслевых структур стран, партнеров международных организаций, отечественных и зарубежных туристических компаний, гостиниц, санаториев и курортов, а также эксперты в сфере туризма. Форум стал значимым событием в продвижении туристического потенциала Таджикистана и привлечении иностранных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры страны. Таджикистан – страна с динамично развивающейся туристической индустрией, и его столица, прекрасный город Душанбе, стала площадкой проведения глобального известного форума по туризму. Форум прошел под руководством и по поручению президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. В нем приняли участие более 60 представителей из 22 стран мира. С приветственным словом выступил первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзогда, подчеркнув, что туризм является одной из ключевых отраслей экономики любого государства, отражая его историю, традиции, природные ресурсы, флору и фауну. Он отметил, что туризм стабильно развивается на протяжении десятилетий, независимо от кризисов и социальных изменений. Было также подчеркнуто, что благодаря представленным налоговым и таможенным льготам для субъектов туристической деятельности в стране активно строятся и реконструируются туристические объекты и сопутствующая инфраструктура. Эти меры способствуют созиданию новых рабочих мест, повышению благосостояния населения и росту числа иностранных туристов. На церемонии открытия форума выступили представители туристических структур различных стран и сотрудники профильных учреждений Организации Объединенных Наций. Форум продемонстрировал свою значимость как площадка для обмена опытом, расширения международного сотрудничества и привлечения инвестиций и туристическую отрасль. По итогам были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках форума Комитет по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан организовал информационный тур по популярным туристическим направлениям страны – Варзобу и городу Турсунзаде. Впечатления и отзывы гостей находят широкое отражение в отечественных и зарубежных СМИ, а также в социальных сетях. Мы продолжаем программу. 18 сентября в комплексе Кох-и-Багдад в Душанбе состоится 18-е заседание Межправительственной комиссии Таджикистана и Беларуси по торгово-экономическому сотрудничеству. Будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, продовольствия, подготовки кадров для агропромышленного комплекса, промышленной кооперации и других направлений. Официальная делегация 18-го заседания Межправительственной комиссии Таджикистана и Беларуси по торгово-экономическому сотрудничеству ознакомится с площадью Истихлол комплекс Кох-и-Навруз, закрытым акционерным обществом Агротехсервис в Гисаре и сельским хозяйством Богысомон. В целях бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 годов во всех предприятиях и учреждениях продолжаются подготовительные работы. В частности, транспортные предприятия столицы обеспечены всеми необходимыми оборудованием и инвентарем. Кроме того, городская комиссия посетила транспортные предприятия. Подробности об этом смотрите в репортаже моих коллег.
В рамках соответствующего решения председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и утвержденного плана мероприятий в государственном коммунальном предприятии «Автобус-1» был разработан план зимовки, и в настоящее время активно ведутся работы по заготовке топлива, необходимого объема противогололедных материалов и других нужных ресурсов. Заместитель председателя города Душанбе Саломзода Рахмидин посетил данное транспортное предприятие. В ходе визита ответственные лица сообщили, что для бесперебойного прохождения осеннего-зимнего периода 2025-2026 годов на складах предприятия уже заготовлено более 10 тонн соли, 70 шин, 1 тонна смазочных масел, 1500 литров антифриза и другие необходимые материалы. Также для водителей подготовлено до 40 спальных мест на зимний период. В этот же день члены комиссии посетили государственное коммунальное предприятие «Автобус-2». Руководство данного транспортного предприятия также приняло все необходимые меры для беспрепятственного прохождения предстоящей осени и зимы. Рабочая группа ознакомилась с условиями, дала руководству и сотрудникам учреждения конкретные указания и поручения. Состояние готовности к зимнему сезону государственного коммунального предприятия «Автобус-3» также было проверено членами комиссии. На предприятии уже заготовлено определенное количество технических средств, в том числе 50 шин, аккумуляторы, смазочные масла, антифриз, 10 тонн соли, зимняя спецодежда для работников, и все это в объеме, превышающем плановые показатели. На складах предприятия также хранятся запасные части и другие виды продукции, необходимые для зимовки в соответствии с планом мероприятий. Следует отметить, что организация подобных проверок в транспортных предприятиях столицы и их полноценная подготовка к сезону направлены прежде всего на то, чтобы обеспечить прохождение зимы без каких-либо проблем. Рабочая группа изучила все аспекты подготовки транспортных предприятий и дала ответственным лицам поручения по полному выполнению утвержденного плана. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.